Эмомали Рахмон сделал очень неутешительные прогнозы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что Таджикистан на грани войны. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Ситуация в Афганистане имеет тенденцию дальнейшего ухудшения. По нашим прогнозам будет еще хуже, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 июля на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате. Мы уже в течение 30 лет боремся с подобными вызовами, прошли навязанную нам гражданскую войну, которая унесла жизни более 150 тысяч граждан. Странам нашего региона нужно все время отслеживать ситуацию и действовать на опережение, купируя возможные причины. По его мнению, события, происходящие в Афганистане, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию. Они могут привести к изменениям геополитического баланса и сил на всем Евразийском континенте. За прошедшее время руководство движения «Талибан» так и не предприняло шагов для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана в легитимности своей власти, способности контролировать ситуацию в стране и обеспечить безопасность граждан, решать возникающие социально-экономические вопросы. Напротив, вопреки обещаниям и заверениям, Талибан всячески препятствует созданию правительства с широким участием всех политических и этнических сил, сказал он. По мнению Рахмона, администрация движения «Талибан» в нынешнем виде не в состоянии решать задачи управления страной. Между тем, талибы проводят агрессивную политику дискриминации различных этнических групп и жестокого религиозного консерватизма, сказал он. После этого прямой эфир прервался. Трансляция началась через некоторое время. Свое выступление начал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Как вы думаете, что такого мог сказать Эмомали Рахмон, что резко прервали трансляцию? А последние события в странах Центральной Азии свидетельствуют о том, что различные силы все еще продолжают вынашивать планы по дестабилизации ситуации в регионе. По словам президента, Центральная Азия продолжает оставаться важным регионом для мировых сил и претерпевает сложный период своего развития. Ситуация в мире стремительно меняется, обостряется конкуренция и противостояние глобальных игроков с переходом холодной войны в горячую фазу. Меняют свои очертания глобальные геополитические перемены, идет трансформация существующего микропорядка, сказал глава Таджикистана. Он назвал существующие вызовы и угрозы: терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, киберпреступность. Эти вопросы не обходят стороной, в том числе и страны Центральной Азии. Последние события в наших странах показали, что определенные силы, в том числе посредством соцсетей, продолжают предпринимать попытки вовлечения наших граждан в протестные акции. В этом контексте ясно прослеживаются шаги, когда идеологическая и религиозная незрелость отдельных слоев нашего населения, прежде всего молодежи, используются с целью пополнения рядов различных террористических и экстремистских группировок, сказал он. Самым серьезным вызовом, по мнению Рахмона, является продвижение в Центральной Азии крайне разрушительной идеологии религиозного радикализма. Так называемые спящие ячейки могут в любой момент проявить себя, в том числе при активной поддержке извне. Последние события показали, что религиозные радикальные экстремисты способны использовать в своих корыстных целях любой протестный потенциал нашего общества, сказал он. По его словам, в Таджикистане хорошо знают, какую угрозу безопасности представляют эти деструктивные силы. Эмомали Рахмон предложил усилить координацию по линии специальных служб в целях создания конкретных механизмов в собственной борьбе против распространения радикальных идеологий в регионе. Как вы относитесь к таким предсказаниям и как вы думаете, действительно ли есть угроза для Таджикистана или это отговорки президентов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.